7 по 14 сентября в Уфе прошел 6-й международный фестиваль тюркоязычных театров «Туганлык». В конкурсе приняли участие творческие коллективы из Азербайджана, Кыргызстана, Хакасии, Казахстана, Дагестана, Чувашии, Кабардино-Балкарии, Татарстана и Башкортостана. В рамках «Туганлыка» также состоялись международная научно-практическая конференция «Тюркоязычный театр и диалог культур», лекции московского театроведа Игоря Овчинникова, круглый стол с председателем Кабинета национальных театров СТД России Борисом Анджеевым и творческая встреча с ректором Театрального института имени Щукина Евгением Князевым. Настоящим украшением фестиваля стали этноконцерт с участием приезжих артистов и театральный Йен Сабантуй в Кармаскалинском районе. А началось все с театрализованного представления, посвященного открытию международного фестиваля тюркоязычных театров «Туганлык». Добрый день, дорогие наши друзья! Сегодня наша республика, наш город в очередной раз принимает этот великолепный праздник, это великолепное действие, то, которое мы все с нетерпением ждали. Его название, которому уже четверть века, простое. Его не надо переводить ни на один из наших языков. Что может быть ближе, чем чувство родства, чем чувство дружбы? И мы от имени правительства Республики Башкортостан, от имени главы Республики Рустема Закировича Хамитова благодарим всех наших друзей, все наши театральные коллективы, которые приехали в Уфу, приехали в Башкортостан на очередной фестиваль «Туганлык». Фестиваль «Туганлык 2017» объявляется открытым, друзья мои. От всей души вас поздравляю с замечательным праздником. По поручению председателя Союза театральных деятелей Калягина, Союза театральных деятелей России, примите самые-самые лучшие пожелания. Туганлык – это праздник. Туганлык – это то, что организует нас, организует с точки зрения и души, и сердца, и ожиданий. Слава Богу, что есть такой фестиваль, один из самых интересных, самых престижных, и теперь самых любимых. Для самих участников фестиваля не просто очередной смотр, экзамен на творческую состоятельность, а настоящий праздник театра. В рамках нынешнего Туганлыка в течение 6 дней на разных сценических площадках Уфы было показано 11 спектаклей, 3 из которых Национального молодежного театра, Салаватского государственного башкирского театра и Башдрамтеатра имени Мажида Гафури в внеконкурсной программе. Угощение, кумыс, чак-чак. Мы просим вас отведать наш башкирский кумыс, который дарит здоровье, который бодрит, веселит. Ну а музыка башкирская так и зовет всех пуститься в пляс. Фестиваль тюркоязычных театров «Туганлык» берет начало с 1991 года. Проведение масштабного культурного форума в такое непростое время, когда огромная страна начала распадаться на отдельные государства, было событием знаковым. Да и название «Туганлык» было выбрано не случайно. В переводе с башкирского это слово означает «родство», «братство», что как нельзя точно передает смысл и основную идею уфимского фестиваля – объединение не только тюркоязычных театров, но и целых родственных народов. Благостную эту идею поддержали многие братья по искусству, которые, несмотря на расстояние, нас разделяющее, приехали в столицу Башкортостана на театральный праздник. Первый фестиваль не выдался комом, что подтвердило участие и добрые отзывы известных российских критиков и театроведов, благословивших Туганлык на долгую жизнь. Сегодня первый вечер нашего театрального праздника, международного фестиваля тюркоязычных театров «Туганлык». Сегодня Туганлык – престижный форум, привлекающий пристальное внимание всей театральной России. Это подтверждает участие на фестивале сильных творческих коллективов со всего мира, известных московских критиков и театроведов, подробные рецензии и отзывы в столичных культурных изданиях. Авторитет творческого соревнования заставляет встряхнуться и вдохновенно творить всех служителей сцены. Я хочу сказать большое спасибо фестивалю
Спасибо большое за приглашение. Мы в 1981 году приезжали на гастроли сюда, и мы были лично знакомы с Мустаем Каримом. Эльза Михайловна Косова, царство ей небесное. Она назвала сына Каримом. У нас теперь полхакасии Карим. Поэтому тоже спасибо Мустаю Кариму, потому что в ночь лунного затмения было поставлено 4 раза в нашем театре. Мне кажется, что фестивали – это единственное, что нас вдохновляет сегодня, что нас объединяет, потому что каждый, когда в своем регионе, где-то, чего-то, а когда ты приезжаешь, ты прямо себя чувствуешь царицей, потому что действительно встречают. Отличием нынешнего фестиваля стали и мастер-классы для участников и гостей форума, которые провел московский театровед Игорь Овчинников. Его лекции «Интернет-технологии в театре» и «Театральный маркетинг» вызвали живой интерес у уфимских театралов, которые активно участвовали в предложенной дискуссии. Итак, в первый день фестиваля зрителям был представлен спектакль хозяев форума Башкирского академического театра имени Мажита Гафури драма Жана Ануя «Антигона». Второй день Туганлыка подарил фестивальной аудитории 2 спектакля. В конкурсе участвовала постановка в жанре этно-фэнтези Хакасского национального театра имени Топанова «Алып пил таран». Во внеконкурсной программе была представлена притча Салаватского башкирского театра «Земляки», которая стала победителем недавно прошедшего в Уфе фестиваля «Театральная весна». Миф, легенда. Ну, это о мужестве, о силе духа человека, о том, как он борется за свою любовь всей жизни. Фестиваль вдохновляет человека, дает новые крылья, как-то заставляет человека работать над собой актером. Я бы пожелала фестивалю, чтобы вот здесь вот открылись новые звезды, потому что для актера очень важно быть звездой. Мы здесь играем необычных существ. Это существа, они только, как мы думаем так, существуют у хакасского народа. Бывает сугуяцы, вот у нас по-хакасски дух воды, дух гор, дух неба, дух земли. И вот мы в этом спектакле вам покажем, какие это духи. Духи бывают злые, духи бывают добрые. Хотелось бы, чтобы доброта победила. Мы с ребятами, актерами некоторыми знакомы, потому что где-то в фестивалях в Улан-Удэ пересекались, там, как бы говорится, ну, что-то смотрели друг друга, так общались. А так, в общем, мне очень город понравился. Хотя, честно, мы немного посмотрели, у нас мало времени. Вот завтра, если у нас экскурсия будет, мы хотим посмотреть, поучаствовать в сабантуе актерском. Может, что-нибудь и выиграем. Кюресе. Хочу пожелать всем ребятам настроя, на победу,
Я думаю, что здесь такая атмосфера дружественная, туганлых, это туганнар по-нашему, что просто радуемся, да, радуемся. Третий день фестиваля начался с поездки в Кармаскалинский район, где участников Туганлыка пригласили на театральный ЕЕН. Дорогих гостей встречаем круглым, пышным караваем. Дорогой наш гость и друг, принимай хлеб-соль из рук. Уважаемые гости, добро пожаловать на праздник. Рахимитиги, пробуйте, пожалуйста. Рахимитиги. Тükrüyor yanınız minen. Avul bal balı, mida bulsa. Rахимитиги, әйе. Театральный ЕЕН участников международного фестиваля тюркоязычных театров «Туганлык» прошел возле села Турсингирово Кармаскалинского района в формате сабантуя. Главным спортивным состязанием здесь стала национальная борьба «Көрәш». В 3 весовых категориях были определены по 3 победителя, также назвали имя абсолютного чемпиона. Им стал актер Хакасского национального театра имени Топанова Андрей Тюкпиеков. Он получил главный приз «Барана». Свой трофей победитель передал в детский сад Кармаскалинского района. В театральном сабантуе актеры также смогли посоревноваться в турнире по стрельбе из лука и в конкурсе на лучшее исполнение башкирской плясовой. В программе были и зоны для детских развлечений, выставки продажи блюд национальной кухни, концерт кармаскалинской самодеятельности. Башкирская культура, она, в общем-то, одна из частей общетюркской нашей культуры. По истории, по языку и по обычаям, конечно, многое одинаково у нас. Вот. Но это как раз и видно на этом фестивале, где присутствуют представители разных тюркоязычных народов. Вот. Но я так думаю, что в этом году состоялся, вернее, идет прекрасный фестиваль, где лучшие представители наших театральных коллективов выступают. И вот сегодняшнее мероприятие тоже одно показательно. Культура Башкирии для меня очень близко, как у наша близко. Туганлык фестиваль – это родня у нас говорят, родственники, близкие родственники, туганнар. И вот то, что вы приглашаете нас сюда, для нас большая честь. Башкирская культура и ногайская культура – это одно и то же. Обычаи, традиции, адаты. Все, в принципе, никаких различий особых мы не видим. Такие праздники нам дают свежий воздух, свежее дыхание дает. У нас появляются новые друзья. Поэтому, чтобы такие праздники нам устраивали побольше, охота, потому что мы редко встречаемся и редко общаемся с другими театрами. Поэтому я с удовольствием пришел. Погода очень прекрасная. Benim yaklaşık 7 yıl önce bir oyunum Çığ, Lavena burada gençlik tiyatrosunda sahnelenmeye başladı. O zaman ben buraya gelememiştim. Я могу сказать, что это та республика, которая сумела сохранить свою индивидуальность, свою необычность. И, конечно, мне кажется, в некой степени это заслуга Советского Союза. Советский Союз дал возможность развитию республик, но одновременно сохранял эту индивидуальность каждой культуры и каждой республики. Вечерняя программа третьего дня форума подарила фестивальной публике 2 спектакля. На сцене Академического театра имени Мажита Гафури прошел внеконкурсный показ спектакля «Хозяев Аджут» по пьесе Алжаса Жанайдарова. А в Уфимском театре «Нур» была представлена драма «Каямат» по мотивам произведений Чингиза Айтматова «Плаха» Государственного молодежного театра «Учур» из Киргизии. Этот спектакль о сегодняшнем дне и о глобализации, о людях, о наших людях, о нашем жизни. Сегодняшняя тема.
На следующий день на сцене театра «Нур» выступал Государственный Ногайский драматический театр из Дагестана со спектаклем «Дом Бернарда Альбы» Гарсия Лорки. На сцене Национального молодежного театра имени Мустая Карима был показан внеконкурсный спектакль «Калигула» по пьесе Альбера Камю. Этот же фестивальный день порадовал зрителей необычным зрелищем, ярким этноконцертом с участием приезжих артистов. Фестиваль, конечно, это дело хорошее. Фестиваль дело хорошее, и очень такие известные театры здесь собираются. И для нас очень лестно, что мы здесь почему-то оказались, такой провинциальный. Мы вообще-то живем в районном центре. У нас нет пока еще своего театра, здания нет. Мы работаем в районном доме культуры, то есть мы аульский театр обыкновенный, ну, который имеет какие-то свои амбиции. Вот. Хотя мы аульские, но у нас есть зубы, мы хотим что-то еще доказать кому-то. Поэтому для нас очень лестно, что здесь такие большие театры, как башкирский, татарский имени Кемала, казахский. Вот вчера мы смотрели киргизский театр. Не сколько, я еще раз повторяю, не сколько с ними потягаться, а сколько с ними пообщаться, узнать, увидеть. Вот самая главная задача, которую мы сегодня преследуем. Мы желаем, чтобы они вынесли из Уфы, из посещения Башкортостана самое хорошее впечатление. И этот фестиваль помог повысить имидж Башкортостана. На пятый день фестиваля на площадке Национального молодежного театра выступил Азербайджанский государственный театр юного зрителя с моноспектаклем Тамары Велиевой «Наказание». А в Уфимском театре «Нур» в это же время фестивальная аудитория смогла увидеть постановку Балкарского государственного драматического театра имени Кайсына Кулиева «Жизнь восхождения». Мы приехали из Казахстана, с Астаны, Жастар театра. Мы знакомы с башкирской культурой, знаем хорошо. Мы ставили спектакль Мустай Карима «Ай тутулган түн». И некоторые вещи читали, наши артисты знают про него. И видели несколько спектаклей башкирских театров. Мы встречались в фестивале и знаем. Очень рады видеть в Уфе казахских наших артистов. У вас, во-первых, очень красивый город, такой чистый, конечно, очень холодно, но прекрасно нас принимают башкирский народ, очень тепло принимают. А участникам фестиваля мы желаем удачи. В Уфе в рамках фестиваля «Туганлык» чествовали балкарского поэта Кайсына Кулиева, которому в этом году исполнилось бы 100 лет. После спектакля «Жизнь восхождения» состоялась акция памяти Кайсына Кулиева, а также презентация сборников его стихов «Раненый камень», изданного в Уфе. Именно за эту книгу поэт получил Государственную премию России имени Горького. В 1970 году книгу на башкирский язык перевел Назар Нажми. К столетию балкарского поэта сборник был переиздан в издательстве «Китаб». За столь сердечное отношение к балкарскому театру, балкарскому народу, поэту нашему великому всего мира Кайсыну Кулиеву. Мы благодарны. Чувашский государственный академический театр имени Иванова – постоянный участник фестиваля «Туганлык». Это один из немногих коллективов, который всегда уезжал с призами. Если на первом «Туганлыке» в 1991 году спектакль чувашской труппы «Ежевика вдоль плетня» занял первое место, то в 1996 году их постановка «Прощание с матерой» победила в номинации «Лучшая режиссура». На нынешний фестиваль чувашские артисты приехали со спектаклем «Часы с кукушкой» по произведению Марины Корягиной. Gel, 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 gel,
Чтобы ты никогда не забывала, что сюда приезжала. Я тебе дарю. И я тоже. Ирине хочу подарить подарок. Носи и не забывай нас никогда. Надеюсь, мы к вам тоже приедем. Спасибо большое. Было безумно тяжело, честно скажу. Только через адский труд на сцене можно получить результат. Скажите, пожалуйста. Всем участникам желаю позитива. Молодцы, что регионы, которые приехали к вам, изыскали средства, чтобы участвовать в вашем фестивале. Но это самое приятное для артиста — выезжать в другой регион, смотреть на других артистов. Потому что ведь мы, проживая у себя в регионе, мы ведь варимся у себя, а когда видим у других актеров, конечно, это приятное впечатление. На этом фестивале я впервые, мы, молодежь, приехали. Очень фестиваль интересный, как нас встретили. Вчера мы ходили смотреть на Балкарский театр. Нам очень понравилась сама атмосфера, как нас встретили люди. Да, очень рады посетить этот фестиваль «Туганлык». Пятый день форума ознаменовался большим событием для участников 6-го международного фестиваля тюркоязычных театров «Туганлык». С деятелями культуры встретился глава Башкортостана Рустем Хамитов. На встрече присутствовали министр культуры республики, члены жюри и коллегий критиков, директора уфимских театров, представители театров-участников, гости фестиваля, ректор театрального института имени Щукина Евгений Князев, супруга народного поэта Кабардино-Балкарии Кайсына Кулиева Элизат Кулиева, секретарь СТД России Борис Манжиев. Рустем Хамитов поддержал предложение провести в 2019 году внеочередной 7-й фестиваль «Туганлык», приурочив его к столетию подписания соглашения о создании Башкирской автономной республики, столетию со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима и столетию Башкирского государственного академического театра драмы имени Мажита Гафури. По словам главы региона, это масштабное событие востребовано зрителями, способствует развитию тюркоязычных театров, позволяет деятелям искусства изучать опыт своих коллег из других регионов и стран. Последний конкурсный день Туганлыка представил на суд фестивальной аудитории одни из самых сильных работ – спектакли «Дон Жуан» Татарского театра имени Камала и «Ревизор» казахского коллектива «Жастар» театра из города Астаны. Любой театральный фестиваль – это не только праздничная атмосфера с каждодневным просмотром спектаклей и дружеским общением, но и рабочие будни с обсуждением конкурсных постановок, критикой и замечаниями. По традиции на Туганлыке работали две независимые команды – коллегия критиков во главе с редактором отдела искусства литературной газеты, члены экспертного совета премии «Золотая маска» Александром Висловым и жюри под председательством художественного руководителя Оренбургского драматического театра имени Горького Ревката Исрафилова. Каждая труппа в течение фестивальной недели обсуждала и оценивала постановки отдельно друг от друга. Потому выводы о работе Туганлыка у каждой группы специалистов свои. Итак, финал Международного фестиваля тюркоязычных театров и награждение победителей. Почетные звания лауреатов распределились следующим образом. Специальные премии Министерства культуры Республики Башкортостан были вручены Балкарскому государственному драматическому театру имени Кайсына Кулиева, художественному руководителю Чувашского государственного академического драматического театра имени Иванова Валерию Яковлеву, Государственному Ногайскому драматическому театру из Республики Дагестан, актрисе Азербайджанского государственного театра юного зрителя Кемали Гусейновой. Спецприз коллегии критиков получил спектакль «Калигула» Национального молодежного театра имени Мустая Карима за воплощение темы «Власть искусства против искусства власти».
Дипломов коллегии критиков удостоились также спектакль «Дон Жуан» Татарского академического театра имени Камала за поэтическую искренность сценического высказывания и комедия «Ревизор» Казахского театра «Жастар» за профессиональную оснащенность и ансамблевую игру. Победу в номинации за создание костюмов к спектаклю завоевала Влада Чептыкова за постановку «Алып пил таран» Хакасского национального театра имени Топанова. Театр «Жастар» из Казахстана увез с собой награду за лучшее музыкальное оформление спектакля за комедию «Ревизор». Номинация за мастерское исполнение эпизодической роли досталась Динаре Кадырмаевой за роль Акбары в спектакле «Каямат» Киргизского молодежного театра «Учур». В номинации за лучшую женскую роль второго плана отмечена актриса Махаббат Мадгулова за роль Анны Андреевны в спектакле «Ревизор» Казахского театра «Жастар». Лучшей мужской ролью второго плана названа работа Ильдара Саитова за роль стражника в спектакле «Антигона» Башкирского театра имени Мажита Гафури. Одного из главных призов фестиваля «Туганлык-2017» за лучшую женскую роль была удостоена актриса Лилия Галина за роль Антигоны в одноименном спектакле. Лучшей мужской ролью жюри признало работу актера Башкирского академического театра имени Мажита Гафури Олега Ханова за роль Криона в спектакле «Антигона». И, наконец, основные премии 6-го международного фестиваля тюркоязычных театров. Победу в номинации «Лучшая сценография» получил Валерий Яковлев за спектакль «Часы с кукушкой» Чувашского академического театра имени Иванова. В номинации «Лучшая режиссура» победил Фарид Бекчентаев за спектакль «Дон Жуан» Татарского академического театра имени Галиаскара Камала. И лучшим спектаклем «Туганлыка-2017» был назван спектакль академического театра имени Мажита Гафури «Антигона». Когда есть талантливые люди, то они талантливы во всем. В организации, в спектаклях. А когда еще собирается много талантливых, тогда получается другая энергетика. Вот это произошло на Туганлык. Это очень здорово. И я надеюсь, что Следующий Туганлык приедете и вы. Фестиваль — это всегда единение, поэтому мне очень, конечно, трогательно, что все так поздравляют искренне и честно, потому что, наверное, мы все-таки как-то честно поработали. Я имею в виду Антигону. Вот. А то, что Дон Жуану вчера был полный зал народу, и даже в Казани мы такого приема еще не испытывали. Значит, есть зритель, значит, есть театр, живет, и фестиваль, я думаю, будет жить. Новый фестивальный марафон доказал, что талантливых имен на тюркоязычном театральном небосклоне целое созвездие. Подводя итоги, заметим, что в отличие от прошлого творческого форума, который проходил в Уфе в 2013 году, на нынешнем было гораздо больше номинаций. За эти дни были показаны 11 спектаклей, представлены 3 наших театра. Несколько тысяч зрителей посетило фестивальные спектакли. Следующий, 7-й по счету Туганлык, запланирован уже в 2019 году. Он будет приурочен к празднованию столетия республики и вековому юбилею Башкирского театра.